Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Олеся. По личной консультации обращаемся в комментариях по номеру. Сегодня мы смотрим тему, что сейчас в жизни у вашего мужчины. Давайте смотреть. Ну, отшельник, мои хорошие, он сейчас либо в поиске себя находится, либо вообще ни с кем не общается. Вы могли с ним расстаться, да? Давайте смотреть, что там у него, почему он одинок. Ну, перспективы у него есть. Есть у него перспективы, но знаете, мои хорошие, за что-то ему прилетел бумеранг. Прилетел ему бумеранг, мои хорошие. Да, ну карты тут, конечно, тяжелые идут. Знаете, я вам хочу сказать, он вас обманул, и сейчас находится в одиночестве, в опустошении. Тем более десятка мечей, это карма очень сильная прилетела. Но, девочки, у него еще идет трансформация. То есть он сейчас переживает не самый лучший момент своей жизни, потому что идет карта смерть. Не пугайтесь, это не обязательно означает смерть. Это может быть просто переход из одной истории в другую, да. Возможно, закончил опять же отношения, ушел с предыдущей работы, да, и так далее. Но эгоистичный он довольно-таки человек, депрессивный, в депрессии сейчас, либо болеет, скорее всего. Король Пентаклей, но вы знаете, с работой-то у него все в принципе ничего. Но холод у него в груди, в сердце, мои хорошие. Видимо, он с вами все-таки расстался, потому что перспектива у него была перспектива на отношения, но он получил бумеранг за свой обман, да, мои хорошие. Продолжаем смотреть. Да, ну, императрица выходит, он о вас все-таки думает, девочки. Он о вас думает, он переживает, он себе не находит места, спать не может, никого кроме вас не видит. Обычно все-таки так не выпадает у меня. Обычно либо несколько женщин, либо у нас женатики идут. Но тут как-то все по-другому. Да, все-таки рыцарь жезлов, вы знаете, он к вам еще настроен, он хочет до вас добраться, да, но что-то он уже получил какой-то опыт с вами. И опыт достаточно такой тяжелый, потому что все-таки девятка жезлов, тут человек с перевязанной головой, не забываем, да, либо он теряет от вас голову, мои хорошие, если мы все-таки в более позитивном значении, но стремится он к вам, хочет как-то подобраться, увидеть сообщение, даже, может быть, хочет, да, написать, может быть, новость вам какую-то сообщить скоро. Да, но у нас тут пажи идут, рыцари, так что он настроен, он однозначно настроен. По девятке жезлов может еще в течение 9 дней, возможно, он как-то объявится, да, мои хорошие. Все-таки у нас тут императрица, все остальные без числа, и здесь как раз число 9 идет, так что очень даже может быть. Все-таки интересно, да, девочки, от кого же он получил бумеранг? Давайте смотреть. От кого же он получил бумеранг? Вы вышли, мои хорошие, опять идет императрица, женщина, мать, жена. Это, как правило, все-таки не любовница, хотя бывает и любовницу тоже может показать, но в более редких случаях. Да, ну, он, знаете, как вот на паузе, конечно, сейчас находится. На паузе. Он даже не знает, как к вам подобраться. У него, знаете, сейчас такая вот усталость психологическая, что ему все очень тяжело дается. То есть ему любая победа, опять же, вот идет карта тяжести, да, рыцарь Пентаклей. Это вообще человек достаточно тяжелый сам по себе. То есть с ним так непросто в отношениях. Ну, дама Пентаклей, то есть он к вам расположен, мои хорошие. Возможно, еще есть дети, мои хорошие, потому что все-таки выпадали пажи, либо общие дети, да, все-таки, потому что императрица рядом с вами выпадала, либо от прошлого брака, да. Но опять же идет отшельник, то есть он, в принципе, даже у него, я не вижу других женщин. То есть он настолько как-то находится с вами. Вот единственная дама Пентаклей вышла, но это скорее на его настрой к вам. Ну, вот то, что уход, да, он уходил, скорее всего, либо вы так сделали, чтобы он ушел, да, что он уже надоел вам просто. Но вот из прошлого, карта прошлого выходит.
Либо это какие-то воспоминания его, да, он вспоминает, как вам было хорошо вместе, может быть, ездили куда-то, может быть, путешествовали, может быть, просто на свидание ходили, да, ему приятно об этом вспомнить. Либо, опять же, все-таки он хочет как-то с вами связаться. Но он находится, знаете, по тройке кубков, это все-таки такое желание уйти в себя. То есть это либо какие-то зависимости, кубков, это тоже может быть зависимость. Кубки, вспоминаем, с чем она связана, чтобы я это слово не говорила здесь. Вот, так что он сейчас пытается запивать, да, грубо говоря, он пытается запивать свое вот это одиночество, но при этом ему хочется встречаться, хочется общаться. Сейчас смотрим на другом аркане, насколько быстро он проявится. Если пойдут хорошие карты, значит, все-таки побыстрее, потому что бывает затягивается, да. Все-таки мужчины бывают разные, кто-то может быстро среагировать, кто-то медленно. Ну, сразу у нас идет какая-то болезнь. Он либо болеет, либо вот у него депрессия какая-то. То есть он просто не может сейчас себя как-то превозмочь, да, но в сети он находится, девочки, он находится в сети своих личных каких-то переживаний. Возможно, вы ему, кстати, самооценку подбили, потому что все-таки королева Пентаклей, да, императрица, это женщина, женщины. Все-таки императрица эта карта очень сильная, это значит, что вы влияете на все, на любое его состояние, практически на всю его жизнь. В принципе, может быть такое. Но император, он при этом все-таки надеется стать для вас императором, девочки. Он еще питает надежду, да. Ну, сердце. Значит, если выпадает сердце, значит чувства мои хорошие. Он не забыл вас. Звезда. Ну, он, знаете, он как будто вот мечтает о вас. Может быть, кстати, он даже на расстоянии находится, потому что отшельник, он мог еще куда-то удалиться, уехать от вас, допустим, на какое-то время, да. Суть. Ну, вы знаете, тут еще может быть, конечно, чье-то влияние. Все-таки кто-то может на него влиять, либо родственница какая-то, либо там человек, которого он слушает, да, то есть сплетни какие-то. Но вот опять же послание. Возможно, ему что-то пишут про вас плохое. То есть как-то пытаются навредить, грубо говоря. Потому что просто так же человек не будет не появляться. Но трилистник, девочки, все-таки все должно наладиться. Должно наладиться, потому что трилистник у нас это все-таки символ такого счастья, да, духовности, одухотворенности, когда душа наполнена чем-то светлым все-таки. Так что на сегодня все, мои хорошие. Все, что увидела, я вам сказала. По личным консультациям обращайтесь по номеру в комментариях. Подписывайтесь. Почти каждый день новый расклад я снимаю. Вам большой любви и всех благ.